Доброе утро. Время 8, 9 час. Фух, ночка была. Тяжелая. Жарковато было. Вот, и еще у нас всего лишь один коврик. Я что-то забыл про то, что надо коврик. Вот, я спал на земле. Вообще был костями лежал. Вот тут еще бегает мелкий. Разбудил. Так и думал, с утра доспать чуть-чуть не получается. Вот сейчас свежо, хорошо. Даже что-то рассвет. Фух. Хорошо я заметил. Короче, я нашел причину, к сожалению, которая идет к завершению этого путешествия однодневного. Да, малыш. В общем, крепление прицепа вот здесь вот переломило. Не полностью, почти половина, но это фатально, короче. Это стопудняк. Дальше так ездить нельзя, потому что в любой момент она может оторваться. Нельзя так ездить. Не, вроде есть надежда на продолжение путешествия. Ну, здесь логично, есть металлический корд. Его вначале вообще не было видно. Вот он есть. Вот, я сейчас эту всю конструкцию попробовал на прочность. Встал своим весом сюда. Вот, вроде все держит, как бы не отрывается. То есть корд держит. Корд такой, ну, толстенький. Но, все равно как-то это, честно говоря, это ненадежно все выглядит. Страшно немного. Не знаю, что делать. Останавливаться не хочется. Хочется ехать дальше. Попробуем, конечно, поехать еще. Попробуем. Там будет видно. Как круто быть снова в седле. Офигенно. Несмотря ни на что. Эльдарка счастливый, да, Эльдарка? Он еще камера стесняется пока. Не хочет ничего говорить. Погода офигенная, немножко облака. И сегодня, кстати, затмение. Во Флориде, по-моему, будет 65%. Полное затмение будет в Техасе, вот по центральной там Америке, с Орегона. Вот до Техаса будет полное, у нас вот 65. И я не помню, чтобы я видел затмение там больше трети или четверти даже. Помню, в Чебоксарах видел и все. Не, еще где-то видел, я уже забыл просто. Вот, а сейчас будет 65% где-то днем, я точно время не знаю. Но сейчас пока облаками все затянуто. До Флаглера доехали. Сейчас зашли в Пабликс. Возьмем по йогурту, позавтракаем. Вот, поедем потом дальше. Кайфанем. Да, Эдака? Взяли 2 йогурта. Вкуснотища, да, Эдака? Да. В Пабликсе. $3 всего стоит, неплохая штука. 3,5. Ого, прикольная заброшка. Труба заброшенная такая. В общем, первая проблемка с шатуном вылезла. Я шатуны все новые поставил, поменял систему, потому что вот, короче, как бы я ни затягивал, она все равно разбалтывается и начинает люфтить. Хер пойми, что сейчас делать. Тут вообще кайфовая дорога такая, велодорожка. Ну, просто тропинка есть, она как бы не обозначена велодорожка.
Вот. Едешь, осень. Листья желтят чуть-чуть. То, что для середины октября в Флориде, это норма. Красота. Так, а там что-то болтает. Едешь не спеша, в своем ритме. Никуда не спешишь. Нормально. Даже встречный ветер как бы не мешает. Лесная речка, водопад здесь такой искусственный. Цвет мне этот всегда вот ассоциируется вот такой лесной, темно-коричневый. Светло такой коричневый с лимонадом Байкал. Потому что он тоже такого же цвета, у меня всегда ассоциация с ним. Речка, видишь, какая разлилась. Ух, какой лес замечательный. Парк такой. Велодорожка. Ну, кайф. Вот сейчас все леса только затоплены. Потенциальные места под ночевку тоже затоплены. Там концертики можно давать. Кайф. Так, мы заехали в Walmart, уже закупились, вон коврик взяли. Только такой, других нету. И продуктов чуть-чуть, там бананы, яблоки, короче. Вот такие вот дела. Пошли. Фух, нашли сейчас обалденную площадку. Будем здесь тусоваться. Вода есть, продукты есть кое-какие. Что еще надо? Куда спешить? В тени все. Блин, мне Palm Coast вообще нравится. Palm Coast всего в 25-30 милях от нас, а, блин, разница огромная. Дайтона Бич, это кажется бомжатником по сравнению с Palm Coast, по крайней мере по велоинфраструктуре. То есть, блин, такие велодорожки, такие парки обалденные. В Дайтоне почти такого нету. Зато здесь по пляжам так не поездишь, как в Дайтоне. По сути, береговая линия, сколько там, миль 15, да, ну, грубо говоря. Можно ездить на велике в отлив спокойно. То есть одна длинная велодорожка получается. Отдохнули хорошо на площадке, сейчас стартанули, едем дальше. Надо выехать за Palm Coast, там уже искать ночлег.
Флорида вот есть свое очарование вот в этих деревьях с этими висюльками. Настолько красиво это. Даже раздвоение дорожки. Каждому по полосе. Круто. Я никогда не перестану удивляться вообще велоинфраструктуре. Мне всегда вау, так приятно на самом деле. Хоть я и был в Европе, в Нидерландах, где вообще идеальные просто велодорожки, но все равно не перестаю удивляться. Очень приятно, когда есть. Думают о велосипедистах. Это луноход пляжный, рыбацкий. Вот это да! Так непривычно видеть что-то кроме песка. Целый твердый ракушник здесь образования. Много. Я даже не видел такого берега Флориды. Не то, что у нас в Дайтоне. Там не то, что песок, у нас как мука, он настолько перемолотый, а здесь прям удивительно. И это всего лишь в 30 милях выше. Yeah. Так, разведаем, что за место. О, как раз. Фу, фартануло. Нашли отличную площадку, отличное место. Оно такое в лесу. Мы заехали за шлагбаум. И тут такая площадка. Офигеть. Ну тут никого не должно быть. Никто сюда сунуться не должен. Там следов вообще почти нету. Чтобы кто-то на машине там или на чем-нибудь заезжал. Класс. Сейчас будем кушать, готовить. Ко сну готовиться. Вот и признак дикого места — это множество колючек. Вот, главное, чтобы колеса тут не продырявить от этих колючек. Гречечка сегодня с мясом будет. Вкусно. Хорошо живем, да, Дака? Хорошо.
Фух, хороший сегодня день. 30 миль проехали. Погуляли хорошо и на площадке. Ну, вот не спеша ритм нашли. В принципе, 30 миль больше не надо делать. Кайф вообще. И Ильдарке нравится все. Ой. Да. Так что вообще офигенно. Покушали сейчас хорошо. Да еще и температура офигенная. Сейчас вообще прям свежо, нормально. Вот так 23 градуса сейчас. Опустится до 19. Шикардос, шикардос. И днем было нормально. Не то, что вчера духота, жара. Сегодня нормально было. Нормальное лето.